больных. Я хочу обратиться ко всем жителям Республики Саха-Якутия, прежде всего к детям, тем, кто младше лиц, старше 65-70 лет. Берегите, пожалуйста, своих взрослых. Сегодня наши врачи борются за жизнь ваших отцов, дедов, старших братьев, матерей, старших сестер. И им действительно достаточно сложно. Но, как правило, основной виной появления их на больничных койках является именно нарушение нами с вами тех правил санитарных, которые непосредственно предусмотрены, в том числе указами главы Республики Саха-Якутия. Сегодня врачи, безусловно, делают практически медицинские подвиги на своих местах. Достаточно сложно сегодня решать эти вопросы, несмотря на то, что создана практически вся база. И в этом стоит признаться. Сложно еще и потому, что в основном основные очаги являются семейными, корпоративными. И я так же, как и в мае месяце, обращаюсь к вам вновь. Пожалуйста, ограничьте все полностью свои контакты со старшим поколением. Старайтесь их беречь. Это очень важно для нас сегодня всех. За последние сутки у нас зарегистрирован 1 летальный случай. В целом лаборатории республики работают в повышенном режиме готовности. Проведено 4491 исследование на коронавирус. Необходимо обратить внимание на то, что после субботнего визита, в том числе главы республики в целом по медицинским учреждениям и лабораториям, мы вновь приняли решение об увеличении объемов лабораторий по тестированию граждан. Также принят ряд организационных мер. Можно увеличивать количество исследований на коронавирус, но мы должны понимать, что у каждой системы есть свой резерв. И поэтому сегодня для нас особенно важно, прежде всего, соблюдение тех норм, которые определены нормативно-правовыми актами главы Республики Саха-Якутия. Я желаю всем здоровья, выдержки и, конечно же, устойчивости нашим врачам. Это был брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Далее смотрите. Все ли готово к отопительному сезону в Якутии? Сколько топливно-энергетических ресурсов доставили в районы? И были ли трудности? Дорожные работы завершаются в Алекминском районе. Какие участки приводят в нормативное состояние? Вчерашние школьники, теперь студенты. В горно-геологическом техникуме Тампонского района прошел